Владимир Путин поздравил лидеров и граждан СНГ с праздником Великой Победы. Глава России поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также население Грузии и Украины с Днем Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин официально направил поздравительные послания главам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом СНГ Today 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля. В первую очередь, Владимир Путин подчеркнул, что в странах Содружества свято чтут вечную память героев, которые своим мужеством на фронте и в тылу помогли одержать сокрушительную победу над немецко-фашистскими захватчиками, ставшую нашим общим великим достоянием. Священный долг молодого поколения – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов, сказал Владимир Путин. Глава РФ напомнил, что необходимо жестко противостоять любым попыткам переписывания итогов Великой Отечественной войны. По этому поводу Владимир Путин подчеркнул, что категорически нельзя обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками, в числе помогавших фашистам стран. Руководитель России передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние сердечные слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Более того, Путин направил поздравления руководствам и народам Франции, Великобритании и США.